Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Слово президента. Владимир Путин объяснил россиянам, зачем повышать пенсионный возраст, как это сыграет в плюс будущим поколениям и почему этот вопрос больше нельзя откладывать. Что предложил глава государства и какое мнение о выступлении президента у экспертов. Наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е. У промышленности Якутии великое будущее. Представители крупных компаний, региональные власти, студенты обсудили развитие добывающей отрасли в республике. Какая средняя зарплата в алмазодобывающих предприятиях и нужны ли в промышленности новые технологии? Нам сегодня уже необходимо модернизировать нашу промышленность. Причем достаточно серьезно для того, чтобы быть тем вызовом, которые есть сегодня вообще в мире. Как в 4 классе стать популярным блогером и не бояться страшной болезни? Карина Колесова из Среднеколымска, которая борется с онкологией, сказала, что хочет 1 миллион подписчиков в соцсети. Как якутяне пытаются осуществить мечту ребенка? Надо быть сильной, верить в себя, верить в все. Я хочу сразу всем сказать спасибо большое, что вы меня так поддерживаете. Конец мутной истории. В Якутске готовят к запуску новый водозабор. Строители обещают сдать объект раньше срока. Чистая вода из-под крана обойдется казне в 5 миллиардов рублей. Была реализована станция водоочистки и реагентное хозяйство со вспомогательными инженерными сооружениями. Коробка, а не аэропорт. В воздушную гавань Нерюнгри ждут глобальные изменения. Документы с проектом реконструкции почти готовы. Когда начнется строительство и какая сейчас пропускная способность у аэропорта? Как его построили, мы все ждем и ждем, и ждем, и ждем. Вот, реконструкции. Конечно, хотелось бы. Видите, что творится? Народу столько здесь. Какой будет пенсионная реформа в России, стало ясно пару дней назад. Перед страной выступил президент Владимир Путин. Обращение длилось полчаса, с первых и до последних секунд. Оно было посвящено, как это принято сейчас говорить, изменениям параметров пенсионной системы. Глава государства был объективен относительно повышения пенсионного возраста. Трудоспособное население сокращается, а пенсионеров становится больше. Приводил цифры и факты. Можно ничего не делать, ресурсы позволяют. Денег в федеральном бюджете на индексации пенсий хватит минимум на ближайшие 10 лет. Но если ничего не предпринимать, то рано или поздно пенсионная система затрещит и развалится. Решение нужно принимать сейчас, а не ждать 15-20 лет, когда будет поздно. Путин уже говорил, что ему не нравится идея повышения пенсионного возраста ни в каком виде, однако наши желания не всегда совпадают с возможностями. Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е. Смотрите, еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к 1. А в 2019 оно составит уже 1,2 к 1. То есть практически 1 к 1. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Президент заметил, что в предстоящие 6 лет будет ежегодное увеличение пенсий по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1000 рублей. К 2024 году средний уровень ежемесячных выплат составит 20 тысяч рублей. Сейчас, кстати, 14 144 рубля. Путин не просто пытался успокоить население, он объяснил цель грядущих изменений и, главное, смягчил некоторые пункты реформы. Что конкретно предложил президент? Первое. Увеличение пенсионного возраста для женщин должно быть 5 лет, а не 8, как предлагали ранее. Тогда получается, что у мужчин и женщин будет одинаковое 5-летнее повышение. У первых возраст выхода на заслуженный отдых будет 65 лет, у вторых 60.
У многодетных матерей появится возможность досрочного выхода на пенсию. Путин считает, если у женщины 3 детей, то она может выйти на пенсию на 3 года раньше срока. Если 4 детей, на 4 года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, цитата: «Все должно остаться, как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет». Второе. Граждане, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, получат особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Если человек должен был выйти на пенсию в январе 2020 года, то теперь он может сделать это в июле 2019. Третье. Для работодателей установят административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста для женщин 55 лет, мужчин 60. Предусмотрят наказание и за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Президент предлагает и увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста в 2 раза. С 4900 рублей до 11 тысяч с 1 января следующего года. Период выплаты – 1 год. Четвертое. Сохраняются льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и коренных малочисленных народов Севера. Поддержат и жителей села. Со следующего года неработающие пенсионеры, живущие на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, получат прибавку в 25% к страховой пенсии. Пятое. При досрочном выходе на пенсию учтут трудовой стаж. Путин уверен, что нужно на 3 года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42. И шестое. Из-за десятилетнего переходного периода нужно сохранить все федеральные льготы, которые действуют на 31 декабря этого года. Таким образом, граждане не будут платить налог за дом, квартиру, садовый участок не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. Ну, видимо, так и будет выглядеть обновленная пенсионная система России. Законопроект рассмотрят во 2-м чтении уже этой осенью. Мнения экспертов, политологов, экономистов различные. Кто-то пишет, что нужно было раньше повышать пенсионный возраст. Некоторые категорически не согласны. Например, экономист Никита Кричевский назвал предложенный президентом пакет поправок лучшим вариантом из тех, что могли произойти. Политолог Михаил Виноградов считает, что выступление Путина было компромиссным, но не переломным. Дискуссия по пенсионной реформе закрыта. Сейчас подборка мнений экспертов. Путину удалось продемонстрировать понимание логики простого человека. Изложив все макроэкономические резоны, он переключился в другой режим и описал ситуацию, как ее видит обычный гражданин, который и работу найти не может, и пенсии его лишили. В этом смысле выступление Путина отличается от всего того, что говорили сторонники реформы ранее. Те демонстрировали заботу исключительно об интересах бюджета. Мне кажется, что Путину удалось установить эмоциональный контакт с аудиторией и продемонстрировать, что он единственный, кто слышит людей и думает о них. Во-первых, Путин таки взял ответственность за это решение на себя. Это вызывает уважение, поскольку дело крайне рискованное. Во-вторых, интересные параметры придуманы по многодетным. Это может стимулировать рождаемость, а может и не стимулировать. Но почему бы и не попробовать? Ну и в-третьих, конечно, это фейерверк льгот, которых столько, что разбираться в них мы будем еще долго. Эти льготы, конечно, должны как-то отвлечь от грустных ожиданий тех, кто подпадает под реформу первым. Но самое главное – все, дискуссия завершилась. Вопрос повышения пенсионного возраста в России только что перестал быть политическим. Возраст дожития у женщин намного больше, чем у мужчин. Поэтому для снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда России было бы очень рационально повышение пенсионного возраста именно женщин. Гораздо эффективнее, чем мужчин. Разумным выглядит вариант 65 и 65. Нынешнее же решение придет к тому, что в течение десятилетия пенсионный возраст в России придется повышать еще раз. С точки зрения социальной психологии, это как резать собаке хвост по частям. Уж лучше решительно, но один раз. Грядут изменения и в топливно-энергетическом комплексе России. На его долю приходится 40% дохода федерального бюджета. Конкуренция между странами обостряется. Путин считает, что крайне важно выходить и закрепляться на новых рынках,
Об этом он заявил во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса, которое прошло в Кемерове. Президент подчеркнул, акцент нужно делать на добычу угля. В прошлом году отечественные компании экспортировали 190 миллионов тонн. По этому показателю Россия занимает 3-е место в мире. Далее, текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю. Чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно решить целый комплекс задач. Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей, их модернизация, как в традиционных районах угледобычи – Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых – Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одно из наиболее привлекательных направлений – Азиатско-Тихоокеанский регион. Чтобы вырваться в лидеры, нужно выполнить 2 пункта. Первый – безопасность. С 2012 года обновлено 40% производств, введено 9 современных шахт, 14 разрезов, 9 обогатительных фабрик, осваиваются месторождения в Хакасии, Забайкалье, Якутии. Второй пункт – увеличение добычи через инвестиции. Есть вероятность, что к 2025 году показатели составят 560 миллионов тонн угля. Планировали 460 миллионов тонн. Для этого частные вложения в угледобычу должны составить 1 триллион рублей. Коллеги из угольных компаний подтверждают, что они готовы вложить такой объем инвестиций для развития добычных мощностей. Прежде всего, рост добычи предполагается в Кузбассе, Хакасии, в Якутии, в Тыве, в Хабаровском крае. Учтены проекты в Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской, Новосибирской и Амурских областях. В Якутии традиционно центром угледобычи считается Нерюнгринский район. Но Южная Якутия не должна зацикливаться только на одном направлении. Стоит обратить внимание на переработку полезных ископаемых и добычу золота, считает глава региона Айсан Николаев. В Нерюнгри состоялась дискуссия о развитии промышленности республики. Николаев подчеркнул, те производства, которые будут создаваться в Нерюнгринском районе, должны создавать крепкую налоговую базу и создавать рабочие места, в первую очередь для нерюнгринцев. О чем еще говорили? Развитие промышленности и производства Якутии – это на самом деле становой хребет экономики нашей страны. На самом деле сейчас вектор производственного развития нашей страны в целом смещается с запада на восток. И, конечно же, одним из самых основных центров производственного промышленного развития будет Якутия. Это безусловный факт. Сегодня идет развитие кардинальной технологий. Многие говорят о том, что через несколько лет, десятков лет, может быть, так, 10-20 лет уже, например, на добыче алмазов людей не будет, так все будут делать роботы. Но при всем этом, конечно же, мы должны понимать, что в любом случае все равно главным является в производстве человек. Его компетенции, его развитие. Мы должны абсолютно четко понимать, что нам сегодня уже необходимо модернизировать нашу промышленность. Причем достаточно серьезно, для того, чтобы быть готовым к тем вызовам, которые есть сегодня вообще в мире, в глобальной экономике. У нас блестящие, на самом деле, результаты по ТОР Южная Якутия. Сегодня всеми признается, что это наиболее удачный пример как раз развития, территории опережающего развития вообще на всей территории нашей страны. Здравствуйте, меня зовут Громак Матвей Александрович. У меня сразу вопрос о компании «Алмазы Анабара». Я бы хотел узнать, какая работа в компании ведется по привлечению молодежи, а конкретно молодежи, проживающей в Якутии. То есть не привлеченных специалистов из других регионов, а местную молодежь. И сразу второй вопрос. Какая минимальная зарплата для молодежи вашей компании? Спасибо. Все мы знаем, что в «Алмазах Анабара» более 98% персонала – это жители Республики Саха-Якутия. У нас представлены представители каждого из районов нашей республики. Примерно 12% нашего персонала, наших работников – это жители арктических улусов. У нас действуют программы по обучению молодых ребят, которые желают у нас работать. Средняя заработная плата в компании «Алмазы Анабара» 188 тысяч. Здравствуйте, меня зовут Авраменко Элизар, я студент Южно-Якутского технологического колледжа. У меня вопрос, какие есть меры государственной поддержки молодых специалистов при трудоустройстве? Сегодня мы продвигаем проекты. В рамках проекта «Местный кадр промышленности» заключено соглашение с 19 компаниями-недропользователями, где мы прописываем конкретные меры по прохождению
практики и стажировки, что очень важно. На сегодняшний день компания за свой счет на вот текущий год, да, 200 молодых людей провести стажировку. Меня зовут Белова Анастасия, я студентка технического института, филиала Северо-Восточного федерального университета. У меня два вопроса к руководителям угольных компаний. Первый вопрос – это что такое цифровизация? И второй вопрос – какими компетенциями должны будут обладать специалисты через 5 или 10 лет? Спасибо. Одно из направлений, которое развивается в нашей компании, это те новые программные продукты, которые позволяют оцифровывать все наши геологические карты изыскания. Сегодня внедряется в нашу компанию технология автоматизированной системы диспетчеризации, поэтому с удовольствием ждем у себя таких грамотных студентов и студенток. Коллеги, я считаю, что у нашей промышленности, у нашей республики есть славное прошлое, есть очень хорошее, на самом деле, настоящее, так, и я считаю, что у нас великое будущее, потому что, еще раз говорю, что реально экономическая мощь нашей страны, она держится на промышленности, в том числе на добывающей промышленности. А этот вектор очень четко сейчас нацелен сюда, на восток нашей страны, в республику Саха-Якутия. Ну и здесь, конечно, еще раз говорю, ответственные недропользователи, которые приходят сюда со своими инвестициями, которые привлекают сюда местные кадры, которые относятся бережно к нашей экологии, которые платят здесь достойные налоги, будут пользоваться, безусловно, всегда поддержкой руководства нашей республики. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся. Вот о чем расскажем далее. Как в 4 классе стать популярным блогером и не бояться страшной болезни? Карина Колесова из Среднеколымска, которая борется с онкологией, сказала, что хочет 1 миллион подписчиков в соцсети. Как якутяне пытаются осуществить мечту ребенка. Конец мутной истории. В Якутске готовят к запуску новый водозабор. Строители обещают сдать объект раньше срока. Чистая вода из-под крана обойдется казне в 5 миллиардов рублей. Коробка, а не аэропорт. В воздушную гавань Нерюнгри ждут глобальные изменения. Документы с проектом реконструкции почти готовы. Когда начнется строительство и какая сейчас пропускная способность у аэропорта? Вы смотрите «Якутия день за днем», рассказываем о главных событиях недели. Завершилась прямая линия главы региона. Это первое подобное общение в телеэфире с момента назначения Айсена Николаева. За 1,5 часа поступило 20 вопросов. Кроме этого, корреспонденты национальной вещательной компании «Саха» в прямом эфире из Алданского, Амгинского и Нерюнгринского районов рассказали Айсену Николаеву о проблемах жителей. Поступали в студию видео вопросы. Руководителя Якутии спрашивали про сельское хозяйство, восстановление после паводка и образование. Вот, кстати, о последнем. Николаев подчеркнул, что для Якутска одной из главных проблем на ближайшие годы станет переполненность школ. По самым оптимистичным, скажем так, оценкам, нам для того, чтобы перейти на односменную вариант обучения, да, нужно не менее 15 тысяч новых учебных мест создать только в одном городе Якутске для решения проблемы переполненности школ и перехода на односменное обучение. Когда в классах сидит по 43, по 45 детей, да, говорить о высоком качестве образования, к сожалению, можно так, но это достигается просто титаническими, героическими усилиями наших педагогов. И эта задача обязательно должна быть решена нами, желательно быстрее. Детально о строительстве школ и создании учебных мест Николаев говорил с президентом России. Руководитель Якутии сообщил Путину, что в том же Якутске есть проблема нехватки образовательных учреждений. Первоклашек становится больше, а классов для занятий нет. Еще 5 лет назад в столице республики было 32 тысячи школьников, теперь 42 тысячи.
По городу Якутску сейчас реализуется проект государственно-частное партнерство, он уже заканчивается. Мы его начали в 2015 году, заключили. 12 социальных объектов, из них 4 большие школы, 5 крупных детских садов и 3 объекта культуры. Дворец современного искусства, городской библиотечный центр и дворец детского искусства. Все объекты будут сданы в конце 2018-го, в первой половине 2019 года. Ну, учебных мест, да, непосредственно учебных мест. 1620 это по минимуму. Это вот проектная мощность, а там-то на самом деле у нас, к сожалению, в Якутске даже по 43 ребенка в классе сидят. Ну, достаточно большая уплотненность. Ну, конечно, 1500 учебных мест для Якутска недостаточно. Как сократить потребность? Айсен Николаев на встрече с президентом высказал идею. Сейчас появилась у нас какая возможность? В городе Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под эти школы. Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы. Они могут, в принципе, при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать. Там у нас еще около 1000 мест может быть открыто. 3 таких здания есть. Но, к сожалению, дефицит у нас бюджета достаточно большой в этом году. Сколько стоит? Порядка 600 миллионов рублей. Оценки все произведены, все проверили, все, в принципе, они нас подходят, но вот пока денег не хватает, вот, мы, конечно, просили бы вас, если такая возможность есть, дать поручение правительству Российской Федерации, чтобы какая-то помощь нам была оказана. Хорошо, такое поручение. Спасибо. Сколько школ Якутска открылись сегодня? В День знаний все ли распахнули двери? Возникли ли проблемы при подготовке учебных заведений? И выдержат ли они отопительный сезон? Об этом поговорили с Василием Петровым, руководителем управления образования Якутска. Василий Васильевич, День знаний 1 сентября. Сколько первоклассников пошло в школы Якутска сегодня? В наши школы города Якутска, а их у нас 50, пойдут 5174 первоклассника. Это больше, чем в прошлом году, примерно на 500 детей. Поэтому мы готовились к этому, вели работу в течение всего лета, создали дополнительно классы, в которые сегодня пойдут эти дети. Всего на подготовку школ к новому учебному году было направлено из местного бюджета города Якутска более 100 миллионов рублей. А все-таки в чем заключалась подготовка школ? Вы говорите, их 500. Даже подготовка к отопительному сезону, какой-то определенный косметический ремонт в некоторых классах. Во всех школах проведен текущий ремонт, в половине проведен капитальный ремонт. А к отопительному сезону готовятся абсолютно все наши учреждения. Мы для создания дополнительных мест приобрели необходимую мебель, классные доски, закупили необходимое количество учебников, учебно-методической литературы. Поэтому все школы готовы стопроцентно к приему наших детей. Проблем никаких не возникало? В рабочем порядке мы решали, которые вопросы возникали. Конечно, подготовка масштабная была, но у нас хорошая команда, директора, которые руководят учреждениями, тоже ответственные люди, поэтому мы все подготовились. Якутск – город быстро растущий. Вот вы говорите, что первоклассников в этом году больше, чем в 2017. Школ при этом также 50. Понятно, что создаются дополнительные учебные места, но давным-давно понятно, что школ в городе не хватает. Вот как будет решаться эта проблема? Тем более стоит задача ликвидировать вторую смену, чтобы все учились в одну смену. В целях создания дополнительных мест были приобретены объекты. Это у нас по Лермонтова 152. Мы там, значит, сейчас пока арендуем, но в ближайшее время это будет выкуплен объект для Сахаполитехнического лицея. Далее для 20-й школы и 25-й мы приобрели школу, так называемую школу бокса по Чайковского 117/2. Там, значит, мы создаем дополнительные классы. И на 203-м микрорайоне мы создаем дополнительные классы для 33-й школы. По поводу ликвидации первой смены.
Есть же определенная дорожная карта поэтапная. Мы же не должны так по щелчку и завтра, чтобы не было второй смены. Действительно, у нас есть план в соответствии с поручением президента с нашей стороны. К 2025 году мы должны перейти на односменное обучение. При этом у нас есть первый этап, это до 2022 года, когда начальная школа и старшая ступень должны учиться в первой смене. Сейчас вся старшая ступень 10-11 классы у нас уже обучаются в первую смену. Сейчас у нас стоит проблема по начальной школе. Половина обучается в первую смену, вторая половина во вторую. Мы говорим о школах, мы говорим о первоклассниках, но мы пока с вами не говорили об учителях. Как вот с кадровым составом в школах? Как происходит обновление? Есть ли какие-то меры поддержки определенные, что не просто учителя поставили в класс, где, условно говоря, 45 учеников, где перенасыщенный класс? У нас, естественно, есть такое, как наставничество, то есть молодых учителей прикрепляют к более опытным педагогам, и те передают свои знания, умения педагогики. Поэтому, конечно, мы все понимаем задачу, которая стоит перед учителем в непростых условиях. Они работают у нас в городе Якутске, когда в классах действительно свыше 30 детей, поэтому, конечно, это нагрузка. Но я уверен, наши педагоги смогут, и у них получается хорошо, так как мы все видим, что качество образования в городе Якутске от года к году улучшается. Еще один вопрос, он касается уже перенасыщенности школ. Пару лет назад была такая проблема, что, допустим, школы в центре города, 17-я школа, 33-я, они были перенасыщены. Слишком много было учеников, а при этом возникал дисбаланс, а на окраинах не было совсем детей, практически классы были заполнены лишь наполовину. Это дисбаланс возникал из-за того, что родители хотели своих детей зачислить в школу поближе к центру. Удалось решить эту проблему, дисбаланс? Да, у нас этот дисбаланс решается путем строительства новых школ. Если взять, к примеру, 18-ю школу, которая находится в поселке Геологов, то когда она находилась в старом ветхом деревянном здании, там было очень мало учащихся, да, никто не хотел там учиться. А сейчас в этом современном здании, которое построено за федеральные средства, более 700 учащихся. И, конечно, этот процесс будет продолжаться. Да? Вот у нас, допустим, сейчас ведется строительство школы номер 6 на ДСК, 25-я школа на Гемиине. Да? Вот. И я уверен, что в эти школы дети пойдут. То есть, потому что это современные школы, оснащенные по самому последнему слову техники, как говорится. Да? И педагоги тоже повышают свою квалификацию. И, конечно, безусловно, качество образования растет и в этих школах. По всей стране праздничные линейки, звон колокольчиков, букеты цветов для учителей. В День знаний на площадях Ленина, Орджоникидзе, Дружбы народов Якутска прошли праздничные концерты, фестивали, в учебных классах уроки основам безопасности, жизнедеятельности. Сегодня, по данным ВЦИОМ, 67% родителей устраивает качество школьного образования, 36% и вовсе считают, что детей в российских школах готовят по стандартам, соответствующим мировым. А вот кому не до рейтингов, так это учащимся, в особенности первоклассникам. Я сегодня пошла в первый класс. Хочу учиться, еще там хорошо будет. Я поумнею. Я сегодня иду первый раз в школу. Там не то, что в садике там уроков не делать. А тут знания получаешь. А тут знания получаешь. Очень соскучилась по друзьям, особенно по одноклассникам. В 4 класс перешла Карина Колесова из Среднеколымска. Вот только за парту родной школы она сядет не раньше февраля следующего года. Девочка находится в Национальном центре медицины в Якутске. Она борется с онкологией. Диагноз – рак крови. Карина не унывает. Она и ее мама верят. Болезнь можно победить.
Впечатлениями Карина делится на странице в Инстаграм. Недавно она задалась целью стать первым блогером-миллионником в Якутии. Обычное желание современного ребенка. Жители республики идею поддержали. В многотысячном списке и наш корреспондент Саргалан Захарова. Всем привет! Это 10 фактов обо мне. Первый факт. Меня зовут Карина и мне 10 лет. Второй факт. Шестой факт. Сейчас мы с мамой боремся с раком крови, но пока у нас все получается. 10-й факт. Я хочу стать блогером и иметь 1 миллион подписчиков. Это видео в Инстаграме с 10 фактами о себе 10-летняя Карина опубликовала всего неделю назад. Тогда главными ее подписчиками были 500 знакомых и близких девочки. Но уже через пару дней ее рейтинг возрос в десятки тысяч раз. И теперь она смело конкурирует с известными блогерами страны. Ее прямые эфиры за считанные минуты собирают аудиторию в несколько сотен человек. За ее сторизами следят даже далеко за пределами республики. Она радуется словам поддержки, словам напутствия, да, со стороны знакомых, незнакомых людей. Земляки, друзья, вообще из разных регионов России пишут люди. Маленькая девочка из далекого арктического района покорила своей красотой и позитивом необъятные просторы социальных сетей. Флешмоб под хэштегом «Подпишись на Каришку» стал самым популярным за неделю. Это видео увидела наша землячка Василена Шарина, наша талантливая землячка. И у себя тоже выложила пост с просьбой поддержать Каринина начинание. А потом уже подхватила девушка Сахая, ее зовут, ник у нее «Песня кита». Она молодая мамочка, и она уже создала флешмоб. Теперь она активно ведет страницу, рассказывает о своей жизни, а за милой улыбкой на экране история сильной личности. Карина закончила 3 класс. Летом с мамой собирались поехать на море. Купили билеты, строили планы. Однако в июне девочка простудилась. Приехав в Якутск лечить обычный отит, они услышали страшный диагноз. Анализы выявили лейкоз. Просто жизнь перевернулась с ног на голову. Все планы уже изменились, уже совсем началась другая жизнь. Были, конечно, минуты отчаяния. Все время задавались вопросом первое время, почему мой ребенок? Минуты отчаяния прошли. Сейчас семья старается воспринимать болезнь философски. Испытания даются только тем, кто может их преодолеть. И на самом деле Карина оказалась стойкой не по годам. Я узнала не сразу, и мама мне тоже говорила не сразу, потому что боялась, наверное, что я что-то не то подумаю. Из-за этого я сама нашла в интернете, но потом уже через некоторое время мне мама сама сказала. Но чтобы мама сама не испугалась, я не плакала, ничего. Наталья вспоминает, дочка сама нашла в интернете описание диагноза. Совсем еще крошка, она поразила маму своим спокойствием и уверенностью. Мама, ты думаешь, я не знаю, что у меня рак? Я говорю, откуда ты узнала? Она говорит, я это посмотрела в интернете. И что ты узнал? Потому что я сама даже боялась заходить, читать про эту болезнь, чтобы не наткнуться на какие-то негативные, может быть, какие-то моменты. Да? Она говорит, я прочитала, и там написали, что ее лечат. И говорит, ты не боишься? Она говорит, нет, я не боюсь. Тогда, наверное, я поняла, что да, не надо пускать руки, надо идти вперед. И если ребенок мой верит, как я могу не верить в это? Из-за болезни и химиотерапии девочка не может покидать больничное отделение. Лечение продлится до февраля следующего года. И все эти долгие месяцы интернет – единственное окно в мир со всем его разнообразием. Вообще, я думаю, люди, которые все это читают, смотрят и думают, зачем все это на показ выставляют. Я поддерживаю, во-первых, начинание своего ребенка. И, во-вторых, я считаю, что мы должны быть открыты миру. И в этом нет ничего зазорного, то, что у нас такой диагноз. Наоборот, мне кажется, что мы мотивируем других детей с таким диагнозом. Сама Карина признается, что сообщения и комментарии со словами поддержки придают ей сил в борьбе с недугом. Надо быть сильной, верить в себя, верить в все. Я хочу сразу всем сказать спасибо большое, что вы меня так поддерживаете, что вы мне много добрых слов говорите. Мне это очень приятно.
Мечта маленькой блогерши Карины потихоньку сбывается, и миллион уже не такая далекая, не такая недостижимая цифра. Всего неделю назад на странице маленькой девочки было всего 600 подписчиков, а сейчас эта цифра перевалила уже за 50 тысяч. И с каждым днем она увеличивается как минимум на 1000. Карина ждет весны, чтобы успеть на свой выпускной. И на главном празднике на сцену выйдет уже не просто девочка из Среднеколымска, а настоящая героиня, вдохновившая миллион человек на лучшее. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Конец мутной истории. В Якутске готовят к запуску новый водозабор. Строители обещают сдать объект раньше срока. Чистая вода из-под крана обойдется казне в 5 миллиардов рублей. Коробка, а не аэропорт. В воздушную гавань Нерюнгри ждут глобальные изменения. Документы с проектом реконструкции почти готовы. Когда начнется строительство? Какая сейчас пропускная способность у аэропорта? Это Якутия день за днем. Подводим итоги недели. Военные вернутся в заполярный поселок Тикси. В планах развитие объединения противовоздушной обороны, которое войдет в состав 45-й армии. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он посетил Тикси в рамках военных учений и принял участие в первом заседании Совета по Арктике и морской деятельности при главе Якутии. Радиотехнические и зенитно-ракетные подразделения закроют воздушное пространство со стороны Арктики. Евменов сказал, что наращивание усилий приведет к тому, что в Тикси необходимо будет построить все для несения службы и для того, чтобы военный человек чувствовал здесь себя комфортно в бытовом плане. Но пока в Тикси размышляют о перспективах, в Мирнинском и Сунтарском районах латают дыры. Напомню, из-за продолжительных ливней на реке Ирелях прорвало дамбы дражных полигонов компании «Алроса». Сразу загрязнение 3 рек – Иреляха, Малой Батуоби и Вилюя. Теперь «Алроса» должна в кратчайшие сроки восстановить дамбы и свести к нулю вероятность подобных ситуаций в будущем. Нужен полный комплекс мер по улучшению экологической ситуации. Но не только природа пострадала от ливней. На федеральной трассе Вилюй затопила понтонную переправу. В итоге от противоположного берега оказались отрезаны сотни человек. Полная хронология в нашем материале. Вот сейчас с главой администрации этого поселка Алмаза договорились, она определила там, чтобы питьевую воду подвезли бесплатно, все. На переправе реки Малая Батубая уровень воды составлял 3 метра. Более сотни людей и около 80 единиц машин были вынуждены ждать снижения воды целую неделю, так как других путей объезда не существует. Вроде как бы МЧС организовали переправу лодками через реку. Переправляют, как бы проблем, как бы в этом плане проблем нету. Но люди, которые едут, есть без денег, то есть они питаются тем, что именно или с отпуска что-то везут с собой, какие-то запасы, или тут как бы ребята помогают, то есть дают продукты, ну кто чем может. Всех детей и желающих перебраться на другой берег переправляли на лодке дежурные сотрудники оперативной группы. На место происшествия помимо службы спасения Республики Саха-Якутия и сотрудников ГИМС присоединились спасатели из соседних районов Нюрбы и Сунтара. Ну, здесь в основном безопасность на водном объекте по перевозке людей. Вот пока федеральная дорога закрыта, людей перевозим, там смотрим обеспечение безопасности на водном объекте. Из Сунтаров командировано нас 2. На данный момент здесь работают с Чернышевска, с Мирного. Также приехали спасатели с Нюрбинского района в количестве 3 человек. И плюс вот федеральная пожарная служба Мининского района. 24 августа уровень воды наконец начал снижаться, что позволило начать ремонтные работы. Дополнительные звенья понтонного моста были доставлены с других участков автодороги Вилюй. Параллельно производился монтаж дополнительных звеньев понтонного моста для обеспечения движения всех видов автотранспорта. Всего было задействовано более 20 единиц спецтехники. Было 3:40, и вот с этого уровня где-то мы смогли начать организовывать работу по
наводки и добавление новых понтонных звеньев. Производилась отсыпка тоже подходов потом. Ну и смогли поставить вчера к 21 вечера только собрали. И пробный пропуск транспорта организовали 9 вечера. 26 августа движение на понтонной переправе восстановилось. Люди еще 2 дня приезжали за оставленными машинами. Для низкопрофильных автомобилей на месте дежурила вахтовка. Уже определен генеральный подрядчик. И в течение текущего года, в конце, им будут проведены уже подготовительные работы. Данный мостовой переход, конечно, необходим жителей Мирнинского района и Вилюйской группы улусов. В связи с тем, что это, как скажем, главная артерия, соединяющая Мирный и с Якутском. И каждый год проблема эта существует. Построенный мост, конечно, снимет эту проблему. Стоит также отметить, что в 2018 году проект по строительству мостового перехода через реку Малая Батобая включен в федеральную адресную инвестиционную программу. На данный момент все ремонтные работы по восстановлению понтонного моста завершены. Транспорт любого габарита проезжает без затруднений. Ввод нового мостового перехода в эксплуатацию намечен на 4-й квартал 2020 года. Ольга Лысак, Артем Алексеев, Марферина Алексеева. Якутия. День за днем. В Якутске тоже была проблема с чистой водой, только длилась она годами и не из-за прорыва дамбы. Открываешь кран в период половодья и думаешь, что лучше не мыться. 2 года назад в столице региона началось строительство нового водозабора. Цена 5 миллиардов рублей. Наш корреспондент Лана Ильина выяснила, что рабочие бригады опережают график. Очистные сооружения в столице республики планировали запустить в октябре, но, видимо, чистая вода из-под крана польется раньше. Последние штрихи большой стройки. Помывка, уборка мусора, приведение в порядок рабочих мест. Водоканал в эти дни достраивает новый объект, который будет сдан в эксплуатацию досрочно 4 сентября этого года. На 24 гектарах расположился главный водоочистной объект города Якутска. Первые водозаборные сооружения были построены еще в 1972 году. Тогда производительность составляла 35 тысяч кубометров воды в сутки. Однако этих объемов в столице хватило ненадолго. Город быстро развивался и практически в течение 5 лет уже не стало хватать воды. В 1985 году была сделана реконструкция, и водозабор 65 тысяч начал давать. Но город как начал дальше развиваться, дошла до 100 тысяч кубометров в сутки. Проблема водоснабжения стала остро. Единственным решением стало строительство мощной водозаборной станции. Инициаторами программы выступили правительство республики и Министерство ЖКХ. Программу утвердили в 2012 году, а уже в 2016 было получено заключение госэкспертизы, и в прошлом году началось строительство. Генеральным подрядчиком выступила израильская компания «Тахал». Компания «Тахал» участвует в данном проекте на 2 этапах. На первом этапе возводился водоприемный ковш «Затон», то есть это само водоприемное сооружение, и насосная станция первого подъема, на которой мы сейчас с вами находимся. На втором этапе была реализована станция водоочистки и реагентное хозяйство со вспомогательными инженерными сооружениями. Вода забирается с глубины более 15 метров. Водоочистительная станция – это сложный механизм, в котором каждый цех выполняет свою функцию. Скрепер не просто уплотняет его давлением, а направляет в центральную часть, где располагается приемная часть, откуда этот шлам уже откачивается, принудительно откачивается насосами на узел механического обезвоживания. Здесь вода проходит через несколько этапов очищения. Лабиринт-смеситель, предварительный смешатель с реагентами, мешалки, тонкослойный отстойник. Но и после всех этих этапов очистки воду отправляют на фильтрацию. Афанасий Никифоров работает на предприятии с 2009 года. Признается, за последнее время вся техника на станции была модернизирована. С появлением станции водоочистки, водоочистных сооружений у нас новые датчики, которые измеряют мутность, pH, уровень. И
само оборудование новое, все компьютеризировано практически. Фирма «Тахал» провела обучение сотрудников, электриков, лаборантов, слесарей и других специалистов на новом оборудовании. Предприятие имеет дизель-генераторную установку в качестве резервного или аварийного источника энергоснабжения и трансформаторную подстанцию. Подобное водоочистное сооружение, функционирующее в суровых климатических условиях, имеется в мире только на Аляске и в Канаде. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. В Ленском районе тоже решили многолетнюю проблему бесплатного проезда до отдаленных поселков, как по реке, так и по земле. Прежние тарифы были неподъемны. Цена билета в одну сторону порой доходила до 4000 рублей, как уже было сказано, в одну сторону. Дорогое удовольствие съездить в районный центр. Местные власти детально проверили казну, можно сказать, потрясли, встряхнули, и оказалось, деньги есть. Светлана Балеева пообщалась с ленчанами, они довольны. Для жителей отдаленных поселков Ленского района Витима, Пеледуя, Хамры и Ярославского в этом году снижена стоимость на пассажирские и речные перевозки. Такая мера поддержки жителям перечисленных поселков оказывается впервые. Из районного бюджета на эти цели выделено 10 миллионов рублей. На сегодняшний день 90 рейсов произведено и порядка 4500 пассажиров воспользовались субсидированными тарифами. Цены на билет с начала навигации этого года были снижены вдвое. До поселка Витим цена теперь составляет 2200 рублей. До Пеледуй не как 4100 рублей, как прежде, а около 2000 рублей. До Ярославского чуть более 1000, до Хамры 900 рублей. Теплоход ходит ежедневно. В 6:30 утра судно выходит из Витима, прибывает в Ленск в 10 часов утра. В обратную дорогу по Лесе отправляется из Ленска в 15 часов и прибывает в пункт отправки поселка Витим в 7 часов вечера. Пенсионерка Елена Тыщенко очень довольна. Она теперь может чаще ездить в гости к сыну. Сейчас уже второй раз приехала, потому что был бы 4000 билет, естественно, только бы один раз. Я пенсионер, дороговато было для меня. А сейчас 2000 могу себе позволить туда и обратно. Скоростное пассажирское судно на линии Витим-Ленск-Витим ходить будет до 15 сентября. В следующем году субсидированные перевозки водным транспортом также будут действовать. В планах главы и района у нас предполагается изучим положительный опыт этого года и продолжим в 2019 году. Когда же начнется период распутицы, по соглашению с Министерством транспорта Республики Саха-Якутия, Витим начнет совершать рейсы авиакомпания «Полярные авиалинии». Билеты тоже для жителей будут субсидированными. Также субсидированные маршруты были открыты и в другие населенные пункты Ленского района. Вот этот автобус ежедневно курсирует между близлежащими поселениями. Первым был открыт маршрут до поселка Бичинча. Теперь бичинчинцы за символическую плату в тепле и в комфорте могут добраться до города и обратно. Раньше мы ездили на такси, участники ездили. Участников плата дорогая, а автобус такой дешевый. Да, езжу часто и удобно, и дешево. Утром приезжаю и обратно вот на этом же автобусе еду домой. И вот этим удобно. Автобус ходит 2 раза в неделю, во вторник и четверг. Отходит от поселка Бичинча утром, привозит людей к обеду в город, а вечером собирает пассажиров около центрального рынка в городе и отправляется обратно. По пути делает остановку в селе Новая Мурья. В остальные дни этот же автобус задействован и по другим направлениям. Также с начала лета запущен автобус дачный. Плата действительно символическая. Во все направления она не превышает 300 рублей. Пользуются маршруты популярностью. Пассажиры очень хорошо относятся к водителям, как к родным. Каждый высказывает свое мнение, что как долго они ждали этого маршрута, как им он был необходим. Необходим был и маршрут дачный. Все лето садоводы могли без проблем добраться до своих дачных участков и обратно домой. Для удобства дачников автобус ходит 3 раза в день в будни и 4 раза в выходные. Отходит от остановки автостанции, доезжает до конечной Сосновой. Время в пути в одну сторону около 50 минут. В прошлом году 102-й маршрут МКУ «Гранит» был запущен в тестовом режиме и стал очень востребован дачниками. В этом году проезд остается бесплатным при предоставлении удостоверения многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам. Для остальных дачников он составляет 40 рублей. Теперь, признаются садоводы, можно ездить на дачу хоть каждый день. Открылся дачный сезон, и очень хорошо, что пустили маршрут со 2-й, и он как бы для населения это большая выручка. Мы довольны, тем более бесплатно возили, чего недовольны. И нынче нам, пенсионерам, тоже бесплатно. Также в настоящее время администрацией района разрабатываются новые маршруты регулярных межпоселенческих перевозок. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
В Нерюнгринском районе сдвинулась с мертвой точки воздушная проблема. Новый аэропорт для второго по численности населения района не прихоть, а жизненная необходимость. Только на проектно-сметную документацию уже потратили 84 миллиона рублей. Нынешний аэровокзал, несмотря на многочисленные старания сотрудников, не способен к резкому наплыву пассажиров. Да и взлетно-посадочная полоса нуждается в реконструкции. Александра Цыбикова в деталях о проблемах пассажиров, истории аэропорта и перспективах воздушного сообщения в Нерюнгри. Бум развития авиации Южной Якутии пришелся на 60-е годы прошлого века. Поиск полезных ископаемых, строительство угольного комплекса и города Нерюнгри этому способствовали. Активизация поисковых работ требовала услуг авиации. В 1961 году по инициативе Южно-Якутской и Восточно-Сибирской экспедиции было начато строительство грунтовой взлетно-посадочной полосы в поселке Чульман. Через год строительство было завершено, и с тех пор это единственный аэропорт, который функционирует на территории Нерюнгринского района. Основные пассажиры в то время – геологи и строители. В 1986 году вводят пусковой комплекс аэропорта, переоборудованный из бывшего грузового терминала. Построена искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 километра. Через год первый пассажирский рейс. Маршрут Нерюнгри-Москва, самолет Ту-154. Затем регулярные полеты. Единственное темное пятно – 3 аварийных долгостроя. Аэровокзал, столовая, гостиница. Из-за кризиса в 90-х оказались недостроенных. 5 лет назад их и вовсе признали неподлежащими восстановлению. Теперь только под снос. Аэропорт работает без срывов. Небольшое здание не сказывается на эффективности. Для пассажиров бесплатная парковка, банкомат, справочная, буфет, комната матери и ребенка, служба упаковки багажа. Срок годности проходит у взлетно-посадочной полосы. Ее построили 20 лет назад. Вместо текущего ремонта нужна масштабная реконструкция. Сейчас все-таки есть возможность в рамках целевой программы построить новое здание, которое будет соответствовать действующим требованиям, в том числе и требованиям по обслуживанию граждан из круга лиц с ограниченными возможностями. В сентябре появится заключение экспертов на проектно-сметную документацию по реконструкции аэропорта Нерюнгри. В случае положительного решения в следующем году по федеральной программе выделят первые деньги. Проектные работы оплатила угольная компания «Колмар». По планам должны появиться новый терминал, патрульная дорога, склад, ограждение. Комплекс зданий позволит аэропорту выдерживать нестандартные ситуации. 30 августа из-за густого тумана в Якутске не смогли принять 6 Боингов. Самолеты отправили в Нерюнгри. 6 часов назад по погоде посадили. В Якутске туман, подождем. Не знаю, сколько задержим. Где-то часа. Час, наверное, здесь. Аэропорт Нерюнгри сразу принял 730 человек, хотя пропускная способность 100 человек в час. Лишь слаженные действия сотрудников помогли справиться с напряженной ситуацией. Пассажиров обеспечили всем необходимым, самолеты приняли по всем правилам безопасности. Отметим, что аэропорт Нерюнгри расположен на удалении 5 километров севернее поселка Чульман. Аэродром аэропортового комплекса относится к классу «Б» и допущен к приему всех воздушных судов и вертолетов всех типов. Аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском, Красноярском, Иркутском, Новосибирском и Москвой. Является запасным и на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию. И большое количество жителей как в самом городе Нерюнгри, так и в прилегающих районах, довольно высокая интенсивность полетов. То есть Нерюнгри – это один из крупнейших портов как в республике, так и в нашем предприятии. У нерюнгринцев единое мнение по поводу местного аэропорта. Нужна реконструкция. До самого начала, как его построили, мы все ждем и ждем, и ждем, и ждем. Все равно в перспективе хотелось, чтобы, конечно, это все возродилось. То, что уже наш аэропорт был самым лучшим в Якутии. Александра Цыбикова, Вадим Барашков. Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.